Фильм о бесчеловечном преступлении, совершенном Сталином, Берией и Гвищиани в селении Хайбах в феврале 1944 году. Хайбах – бывший один из 6 селений передней нашей Галанчорского района Чечено-Ингушской ССР. Галанчорский район – колыбель чеченских традиций. Здесь веками укреплялись древние законы Адата. Существовало самое свободное общество со своей демократией, где каждый человек с появления на свет и до смерти был востребован, любим и уважаем. Не было ни регулярной армии, тюрем, князей, королей, рабов. Мужчина с 15 лет до 75 лет был воином и защитником Отечества. Эти горы и ущелья повидали многие завоеватели. Гуннов, полчищ известных полководцев Чингисхана Джебе и Субидея, армию хромого Тимура, превышающих численность чеченцев несколько раз. Но они не смогли покорить, обложить данью. Завоевателям устраивали ловушки в ущельях, и полегло их здесь очень много. Высылка чеченцев и ингушей Лаврентия Берия мотивировал, якобы они были предателями в Великой Отечественной войне. Когда большевики устроили голод по Волжье 1920 годы, голодные русские семьи шли к чеченцам, и они их принимали. Также, когда Сталин и Берия устроили голод на юге Украины 1930 годы, украинцы шли к нам, зная, что им не откажут в еде. С самого начала Великой Отечественной войны из Галанчорского района на фронт отправляли баранину, говядину, шерстяные свитера и носки. Из-за уважения к русскому народу и другим народам, не буду перечислять по признаку национальной принадлежности, армии, дивизии, полки, роты, изводы, воевавшие на стороне фашистской Германии против Советского Союза. А чеченского даже одного отряда там не было. С самого начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости чеченцы и ингуши оказали ожесточенное сопротивление гитлеровцам. Из одного только селения Старой Атаги там было 25 защитников. Ихние имена первым установил чеченский писатель и историк Халид Ашаев. Написал книгу «Брест. Орешек огненный». Дополнил список атагинцев, защитников Бреста и участников Великой Отечественной войны учитель школы номер 3 Молды Пахаев. Их было 321 бойцов. В 2005 году президент России Владимир Владимирович Путин сказал: защитники Брестской крепости сражались до последнего патрона и до последней капли крови. Но немногие знают, что примерно 1/3 защитников крепости состояла из чеченцев. И вообще, если посчитать на душу населения Чечни, героев Советского Союза там, наверное, было больше всех. Президент России и политик, равных которому нету в современном мире сегодня, просто сказал правду. В затишье боев над крепостью звучало религиозное пение назмы чеченцев, решивших принять почетную смерть в бою, но не сдаться. А на другом бастионе крепости во время контратак чеченцев двое из атагов поддерживали музыкой, гармонией и долларом.
атаку возгласами за Родину, за Сталина. Ну а Сталин потом, как отблагодарить их, мы все знаем. Предсмертные стихи защитника Брестской крепости Магомеда Кантаева из Атагов. В старых Атагах на месте схода сельчан установите нам надгробный камень, братья. Знамена герою поднимите нам. Благословляя, прочтите до, братья. Последним из крепости вышел старший лейтенант Ингуш Умалатгирей Барханоев. Ослепший от ран, раздробленной левой рукой, он встал перед немцами, резко выхватил пистолет из кобуры и выстрелил себе в висок. Немцы похоронили героя почестями. Вы не прочтете в книге Сергея Смирнова «Брестская крепость» ничего о героях чеченцев и ингушей. Вы не увидите в фильме Игоря Угольникова «Брестская крепость» ни чеченцев, ни ингушей. Где правда гражданина, художника? Вот мемориальная доска участников Великой Отечественной войны, мужчин из селения Центрой Наджиртовского района Чеченской Республики. 116 молодых парней ушли на фронт. Из них живыми вернулись только 4. Герой Советского Союза Хампаша Нурадилов ушел добровольно на войну, приписав себе 2 года. Командир пулеметного взвода уничтожил 920 немецких солдат. Как-то меня коробит от этой цифры – 920 немцев. А с другой стороны, они же пришли нас убивать. В первом бою у селения Захаровка под Донецком, оставшись один из своего расчета, раненый, остановил наступление немецких войск, уничтожив из своего пулемета 120 солдат вермахта. И так партиями он уничтожал в каждом бою. В сентябре 1942 году в бою в районе города Серафимович Сталинградской области, уничтожив 250 солдат вермахта и 2 пулемета, он погибает. Легендарный Мавлид Висаитов, командир 28-го кавалерийского полка 6-й кавалерийской дивизии, 2-й Белорусский фронт, прошел Великую Отечественную войну от Терека до Эльбы на своем белом коне, подаренном ему Михаилом Шолоховым. Гвардии подполковник 2 мая 1945 году был первым советским офицером, пожавший руку генерала Боулинга, командующего передовыми американскими частями. Президентом США Гарри Труменом Висаитов был представлен к высшей награде США ордену Легион Чести. В июне 1945 году маршалом Рокоссовским Висаитов был представлен к званию Героя Советского Союза, но Лаврентий Берия наложил запрет на вручение этой награды. Лишь в мае 1990 году Мавлиду Висаитову было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Для обоснования расправы над чеченцами органами НКВД и НКГБ по указке Лаврентия Берии фабриковывались документы о восстаниях, придуманные заместителем Лаврентия Берии генералом Серовым. При проверке первым замом наркома юстиции Зияуддином Мальсаговым, председателем Совнаркома ЧССР Малаевым и другими чеченцами, занимавшими высокие должности в обкоме республики, оказались ложными. Но Берия уже доложил Сталину. Доблестным чекистам хотелось показать свою роль в борьбе с повстанцами, получать за это повышение в чине и награды, выделиться перед Сталином и своим шефом Берием. Под такие фальшивки Сталин уничтожил многих своих соратников. Как оказался плохо говорящий на русском и не выбранный русским народом этот палач во главе такого государства, как Россия, который уничтожил советских людей больше, чем Гитлер в Великую Отечественную войну. Посчитайте людей, уничтоженных в нашей стране с 1917 года по июнь 1941 год. Гражданскую войну во время раскулачивания, голод по Волжье 1920 годы, на юге Украины,
Казахстане, в Башкирии, на Кубани. Террор в 1937 по 1939 годы. Уничтожение дворянства, славянского сословия, казачества, сибирского, донского, кубанского, ставропольского, терского. А Берия вошел в доверие Сталину так: где он должен был пройти вместе с Сталиным, он указал солдату-охраннику не стоять, а сидеть в этих кустах. Когда проходили мимо, он выхватил пистолет и расстрелял русского солдата. Сталину это понравилось. Не было необходимости высылать чеченцев и ингушей в феврале 1944 году. Блокада Ленинграда прорвана. В январе 1943 году наши войска вовсю наступали. Неспроста выбран месяц февраль. Лютые морозы. Как можно больше людей умерли от холода и голода. А вот американцы выделили Студебеккеры для высылки. Значит, была согласованная операция. И не надо приписывать победу в Великой Отечественной войне к Сталину. Ему наши разведчики докладывали о дате нападения фашистской Германии на Советский Союз. Никаких мер он не принял. И потери в начале войны были огромны. Попавшие в плен, уничтоженные аэродромы, молниеносное продвижение врага вглубь страны. Победу в Великой Отечественной войне одержал советский народ под руководством одаренными маршалами, генералами Жуковым, Чуйковым, Рокоссовским, Коневым, Ватутиным, Бриккелем, Еременко, Тимошенко, Малиновским, Толбухиным, Баграмян, Гречко, Москаленко, Мерецковым, Соколовским, Говоровым и другими. О трагедии в Хайбахе написана книга «Хайбах. Следствие продолжается». Соавтор книги Саламат Гаев, который, будучи 5-летним мальчиком, с горы видел, как в конюшне сжигают людей. Его родственников там сожгли 14 человек. В то время мать Езихат с 2 братьями и 11-летней сестрой находилась на ферме с молодняком. Саламат добрался до них, все рассказал. 2 месяца и 11 дней они ночевали под выступом скалы, под свалившимся деревом, однажды в медвежьей берлоге. Вернувшийся медведь помычал и ушел. Медведь оказался человечнее, чем нелюдь гущане. Покажу эпизоды из фильма «Приказано забыть» с разрешения продюсера, автора сценария Коконаева Руслана. 27 февраля 1944 году по приказу комиссара госбезопасности 3-го ранга полковника Гвищани Михаила Максимовича в Хайбахе сожгли 705 стариков, женщин и детей. За эту операцию он от Лаврентия Берии получает звание генерала. В Грузии, узнав о трагедии в Хайбахе, Пшавы и Хевсуры отслужили в христианских церквях молебен за невинно убиенных. Вот он, Гвищани Михаил Максимович, весь в медалях и орденах. Скорее, все награды он получал за репрессии и расстрелы. Когда советские офицеры и солдаты, проливая кровь на фронтах, прошли всю войну в одних званиях. Реально все так было. Русский офицер, старший лейтенант, сам себя застрелил и умирает, отказываясь сжигать невинных людей. Извините, товарищ полковник, не понял. Поджигайте сарай. Товарищ полковник. Товарищ старший лейтенант, сейчас не время обсуждать приказы старшего по званию. Я сказал, поджигайте сарай. Товарищ полковник. Извольте выполнять приказ. Там дети. Я тебя в Сибирь изгною, гадина, как врага советского народа. И вся семья твоя сдохнет, сука! Поджигай сарай! Как поджигать, товарищ полковник? Там же люди. Это не ваше дело.
Чатлаха. Капитан Громов вместе с Мальсаговым, Уберите труп. рискуя быть расстрелянным, Поджигайтесь. выступят против что Вещани и творишь, оскорбят его. Да это же Вещани не захотел потратить еще 2 дня Арестовать обоих. для перевозки людей до Грозного. Жаждал скорее доложить Берию о выполнении операции. А в то время командир 35-го Таллинского краснознаменного авиационного полка ВВС Балтийского флота майор Даша Акаев на своем любимом Ил-2 громил фашистов. Вблизи эстонского города Раквери базировался авиабаза фашистов. Даша Акаев, нарушая инструкции летного регламента, в ночь, в туман и в непогоду, пересекая линию фронта, налетая на врагов, наносил огромный ущерб. Немецкие зенитки Эрликона открывали огонь по небу, доводя стволы до красноты. Много раз Даша Акаев возвращался изрешеченным самолетом. Во время прорыва блокады Ленинграда Даша Акаев днем и ночью в составе звена наносил бомбовые удары по вражеским целям. В то время, когда в вагонах для телят мать Даши Акаева, Зана, вместе с чеченским народом отдалялась от родного края. А наш герой Даша снова поднимал свой истребитель в небо и громил фашистов. Бригада Берии по вечерам излавливала в Москве молодых красивых девочек. Берия после издевательств убивал их. А эшелоны вагонов уходили на восток. Голод, холод, смерть. Не может Сталин так с нами поступить.
kalsayaş. Ahliha varmaz o yala. Dikkatin ahladın hele. Hasan Muhammed'in hele. С переднего аэродрома в Копоре Ленинградской области пятерка Илов, ведомых майором Дашей Акаевым, взмыла в небо и легли курсом на цель. Сопровождали пятерку 8 истребителей Як-9. Удар по вражескому аэродрому получился молниеносным, ошеломляющим, мощным. Взрывы невиданной силы сотрясали землю. С земли их беспрерывно били эрликоны. Поединки израненных Илов с Фокке-Вульфами. Подбитые или таранившие друг друга самолеты вспыхивали, как бенгальские огни, и тотчас устремлялись вниз. А там внизу все горело, полыхало, сотрясалось. Зловещего аэродрома больше не стало. И эшелоны с чеченцами и ингушами под стук колес шли в Казахстан. Самолет Даши Акаева загорелся. Раненый в полусознании, он изо всех сил направил Ил на вражескую технику в аэродроме. 8 героев штурма пали смертью храбрых. Посмертно представленный к званию Героя Советского Союза, он был вычеркнут из списка, как чеченец, представитель депортированного народа. Узнав о высылке, грузинская творческая интеллигенция обратилась письмом к Сталину с просьбой не высылать чеченцев и ингушей. Патологически ненавидящий чеченцев и ингушей Лаврентий Берия за пощечину от чеченцев Грозном из-за женщины отверг письмо и позже подверг подписавшееся письмо грузин репрессиям. Сколько людей загубили Сталин и Берия. Когда самому Берию пришлось стать перед смертью, как этот подлец-убийца плакал. И все-таки Всевышний наказал также убийцу-людоеда Гвишиани. Последние годы жизни провел в параличе. Великий полководец, маршал Победы Георгий Константинович Жуков отомстил Берию за невинно репрессированных народов, за невинно расстрелянных военачальников перед войной и первый год войны. Гитлеровский фашизм, уничтоживший 27 миллионов советских людей, 6 миллионов евреев, замученных в концлагерях, победил советский народ, и основное бремя войны перенес на себя русский народ. Никому не удастся переписать историю победы над фашизмом. В истории ни один лидер страны, народа, царь, король, шах не сделал столько доброго, нужного, полезного, чем глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Прошедшие 2 страшных войны, республику он превратил в цветущий край. Об этом у меня будет отдельный ролик. Сегодня восстановлены дороги, мечети, древние боевые башни в 2 районах – Галанчорском и Чебарлойском. Советская власть после возвращения народа из сталинской ссылки не разрешила людям возвратиться в родные дома даже. В селении Хайбах восстановлена дорога, идущая к селу. Реставрирована старая мечеть, древняя боевая башня. Вот массовое захоронение сожженных стариков, женщин, детей. Враги России сегодня стараются использовать любые исторические события для разжигания межнациональной розни с конечной целью развала нашей страны. Во благо своих народов мы должны сплотиться вокруг благородного русского народа и быть патриотами России. Иначе, как в 90-е годы, разведут нас по разным баррикадам.